ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 19:30. Ледовый дворец имени Сергея Капустина. Вечер профессионального бокса. В андеркарте, то есть боях для разогрева публики, 4 поединка. Главное – зрелищность, поэтому пары подобраны соответственно. Открывает программу номинация «Суперсредний вес». Максимально допустимо 76 килограммов 200 граммов. Соперники – Игорь Макоедов, Харьков, Украина, и Мурат Далхаев, Дагестан. Регламент – 6 раундов по 3 минуты. В результате победу единогласно присуждают Мураду. За этим и другими боями наблюдают не только зрители, но и именитые специалисты. Марина Милованова, все-таки она очень опытный эксперт. Она работает в ВБЦ, и само ее присутствие даже говорит, что это действительно высокий уровень матча. И то, что она сейчас дала высокую оценку, это тоже дорогого стоит. Игорь Судулайнен приехал из Пскова, хороший специалист, промоутер. Эрик Жайлауов из Казахстана, это вообще прекрасный человек, он представляет международные федерации по СНГ. Второй бой. Весовая категория до 55 килограммов 300 граммов. В синем углу ринга Владислав Сагалаков, город Санкт-Петербург. В свои 35 лет провел 15 профессиональных боев. Соискатель названия чемпиона Северо-Запада. В красном углу Ержан Залилов, город Ухта. 22 года за спиной только любительские бои. Из 19 встреч 12 окончились победой. Сегодня у нашего боксера дебют на профессиональной арене. 6 раундов. В первом спортсмены оценивают друг друга, но уже тут видно, Владислав больше отступает. Во втором раунде Ержан атакует чаще, чем соперник. После небольшого перерыва все меняется. Теперь напористы оба боксера. Четвертый раунд. Прошла 1 минута 45 секунд. Рефери останавливает схватку. Техническая победа присуждается Ержану Залилову. Я знал, что у меня есть преимущество скорости. И я работал больше над скоростью на тренировках. Очень много сил забрало волнение перед боем. Как это выражается, горел я очень сильно перед боем. То есть, это не как бой для меня, как это вся обстановка. Вот это очень напрягает, чувствуешь ответственность. Следующие 2 боя рассчитаны на 8 раундов, но завершаются гораздо раньше. В среднем весе интерконтинентальный чемпион по версии WBF Марат Хузеев из Миаса, Челябинская область, и петербуржец Игорь Селиванов. 2 раунда, технический нокаут, победа за Игорем. Четвертый поединок – международный бой. В синем углу ринга Паскаль Ндомба, Танзания. 31 год, 23 боя, 15 побед, 13 нокаутом. В красном углу действующий чемпион СНГ Сергей Горохов, Калининград, Россия. 25 лет, 5 боев, все закончены победой, 4 нокаутом. Вот и сегодня, во втором раунде, у танзанийца рассечение брови. Он продолжать поединок отказался. Техническая победа у Сергея. Далось нелегко, соперник оказался заметно тяжелее заявленной весовой категории. Приехал сначала изначально вообще 92, потом скинул до 88, потом 87 сделал, потом отъелся опять 89. 10 килограмм разница. Чуть вот это мне не понравилось, конечно, в нем, то, что так безответственно отнесся к поединку. Искал в этом плюсы, то, что будет помедленнее меня, и все. И составил план определенный на бой, чтобы он мне не попадал, потому что тяжелый удар, он так даже попал пару раз, так чувствуется потяжелее даже. И вот главный бой сегодняшнего вечера. В синем углу ринга мексиканец Насиф Кастильо по прозвищу Чата, Курносый. 27 лет, действующий чемпион Северной Америки. 24 профессиональных боя, 17 побед, из них 5 нокаутом. В красном углу действующий чемпион мира по версии WPBF, россиянин Андрей Богданов. Его за поведение в бою называют джентльменом. В свои 33 года наш соотечественник провел 100 любительских боев и 21 на профессиональной арене. 19 побед, 7 нокаутов. Противники долго проверяют друг друга на прочность. Времени достаточно – 12 раундов. Мексиканская школа знаменита грязными приемами. Неудивительно, что Насиф иногда о них вспоминает. Удары после команды «Стоп», удары по затылку и многое другое. В 9-м раунде за опасное движение головой с Кастильо снимают 1 балл. С разницей в 10 очков победу одерживает Андрей Богданов. Грязным нельзя его назвать, но момент не терял он возможности нанести мне урон любым путем. Было, да, такое с его стороны. Вот где-то во 2-м раунде он, по-моему, мне там откровенно ударил по затылку. Так, да, было неприятно чуть-чуть. Я ему отомстил.
ударом ниже пояса в 6-м раунде. Ну, замечу, что это не специально, конечно, было. Ну так, короче, 1-1 у нас. Пояс, который вручают Андрею, на самом деле его уже полгода. Новую награду Международная федерация WBU не успела прислать к сегодняшнему вечеру. Впереди восстановительный процесс. Залечить раны и отдохнуть. У кого-то из боксеров на это все лето, как у калининградца Сергея Горохова. Кто-то совсем скоро отправится на новый турнир. Дебютанта профбоев ухтинца Ержана Залилова уже пригласили в Испанию. Там он проведет недельные сборы, а 19 июня вновь выйдет на ринг.